Таджикистан и Узбекистан станут еще ближе. Досмотрите это видео до конца, и вы узнаете, какая хорошая новость появилась для обеих стран. Подписывайтесь на обновления, и точно будете в курсе всего самого интересного. На границе между Таджикистаном и Узбекистаном будет построен трансграничный рынок. Это первый подобный рынок после распада СССР на границе двух соседних стран. Торгово-логистический рынок будет построен узбекским предпринимателем в Бешарыкском районе Кокандской области Узбекистана и будет использоваться предпринимателей из обоих государств. Предприниматели из Сагдийской области и Ферганской долины говорят, что такой центр положительно повлияет на развитие бизнеса и позволит снизить цены на продукцию. 13 марта главы Сагдийской и Ферганской областей заложили первый фундамент для строительства торгово-логистического центра Андархон. В этом центре планируется реализовать продукцию, которая произведена на предприятиях двух соседних регионов. Спустя 6 лет после открытия границ между Узбекистаном и Таджикистаном этот шаг будет одним из самых ярких примеров экономического сотрудничества в регионе. Абдуджабор Рахманзада, чрезвычайный и полномочный посол Таджикистана в Узбекистане, сказал на церемонии закладки первого камня, что в прошлом году было очень взаимовыгодное сотрудничество между сторонами. Подписаны соглашения, контракты, меморандумы о взаимопонимании между предпринимателями Сагдийской и Ферганской областей, и мы уверены, что все принятые решения выполняются. Со строительством нового центра экономическое и торговое сотрудничество будет еще больше развиваться, будет крепнуть дружба между таджикским и узбекскими народами. Рынок будет построен на территории Узбекистана, но при этом он будет играть роль зоны свободной экономической торговли для предпринимателей из обоих государств. Андархон будет построен на площади 5 гектаров, и на этой территории разместятся 200 магазинов, филиал банка, рестораны, кафе, гостиницы, логистический центр. Предприниматели говорят, что у них появятся новые возможности для сбыта своей продукции. В сотрудничестве с Южной Кореей мы производим диагностические медицинские приборы и продаем их больницам и воинским частям. Работаем уже 4 года, и кроме Узбекистана эти аппараты используются еще в Казахстане и в Кыргызстане. Мы надеемся в дальнейшем сотрудничать и с Таджикистаном и содействовать деятельности наших соседей и друзей в области медицины, сказал Бунет Хакимбеков, бизнесмен из Узбекистана. А как вы относитесь к такой новости? Бахтияр Мирзабаходуров, предприниматель из Таджикистана, также считает, что создание нового трансграничного рынка предоставит более лучшие возможности для предпринимательской деятельности таджикских бизнесменов. Это будет большая свободная зона, в которую входят Коканд, Фергана, Мергелан, Наманган и Андижан со стороны Узбекистана и такие города и районы с таджикской стороны, как Исфара, Канибадам, Ашт и Худжанд. Для нас, предпринимателей, будут упрощены таможенные пошлины, налоги и банковская деятельность, а также оборот денежных средств в Республику Таджикистан и, соответственно, в Узбекистан, отметил Бахтияр Мирзабахадуров. Таджикистан и Узбекистан демонстрируют беспрецедентную близость в межгосударственных отношениях. Создание нового приграничного рынка приходится на период, когда в 2022 году объем товарооборота только между Сагдийской областью и Республикой Узбекистан превысил $200 миллионов. Долгое время Таджикистан и Узбекистан практически находились в состоянии холодной войны и споров по использованию трансграничных рек. Между республиками было прервано авиасообщение, отменены автобусные рейсы, демонтирована часть железной дороги, введен визовый режим. После прихода к власти в Узбекистане Шавката Мирзиёева эти отношения стали улучшаться. За минувшие годы президенты двух стран совершили несколько взаимных визитов, подписали договоры о стратегическом партнерстве, ввели безвизовый режим и договорились увеличить товарооборот до $1 миллиарда. Как вы относитесь к тому, что мы смогли этого всего добиться всего за 6 лет? У нас пока на этом все. Оцените наше видео подпиской и лайком. До скорой встречи!